Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в момент кульминации или насколько важны первые шаги для интимного удовлетворения? В этом видео мы исследуем увлекательные аспекты сексуальности и человеческого удовольствия, от удивительных различий между опытом мужчин и женщин до важной роли начальных шагов в достижении взаимного удовлетворения. Этот анализ обещает раскрыть важную информацию, которая может изменить ваше понимание близости. Понимание этой динамики может привести к более полноценным отношениям и лучшему опыту для обоих партнеров. Если вы еще не подписаны, рекомендую вам подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного контента. Прежде чем мы начнем, я был бы очень признателен, если бы вам понравилось это видео. Это помогает продолжать предоставлять вам более ценную информацию. Теперь давайте начнем. Большинство нервных окончаний, которые способствуют климаксу, расположены на внешней поверхности интимных зон, особенно в таких областях, как клитор и прилегающие области. Эти нервные окончания очень чувствительны, и их можно эффективно стимулировать для достижения кульминации даже без необходимости проникновения. Эта анатомическая особенность подчеркивает разнообразие способов получения удовольствия женщинами, подчеркивая, что прямая стимуляция клитора играет решающую роль в достижении максимального удовольствия. С возрастом наблюдается заметная тенденция к уменьшению продолжительности и интенсивности этих моментов удовольствия. Считается, что это явление связано с изменениями гормонального уровня, состояния сосудов и физиологических реакций с течением времени. Хотя способность к кульминации остается возможной на протяжении всей жизни, этот опыт может развиваться, отражая более широкие изменения в функционировании организма с течением времени. Для мужчин период после климакса является хорошо изученной физиологической фазой, во время которой организм временно становится менее восприимчивым к стимуляции. Этот период сильно варьируется у разных людей и может длиться от минут до часов, влияя на частоту интимной активности и индивидуальное удовлетворение. Примечательно, что некоторые мужчины обладают способностью получать несколько моментов удовольствия за короткий промежуток времени, что подчеркивает изменчивость мужской реакции и ее взаимодействие с такими факторами, как возраст, динамика отношений и личный опыт. Понимание этих сложностей в физиологии и интимных реакциях имеет важное значение для содействия взаимопониманию и повышению удовлетворенности в отношениях. Исследуя эти сложности, люди могут получить представление о своем здоровье и благополучии, а также глубже понять разнообразные способы получения удовольствия и близости на разных этапах жизни. Одно примечательное исследование выявило значительную разницу в частоте достижения оргазма между мужчинами и женщинами. В частности, 85% мужчин заявили, что их партнерши достигли кульминации во время их встреч, в то время как только 64% женщин подтвердили, что испытали это, подчеркивая явление, которое часто называют разрывом кульминации. Этот разрыв подчеркивает сложности и разнообразный опыт людей, достигающих вершины удовольствия, на который влияет множество факторов. Продолжительность и интенсивность этих моментов удовольствия могут сильно различаться и зависят от нескольких ключевых переменных. Возраст является решающим фактором, поскольку интимные реакции и модели физиологического возбуждения могут меняться на протяжении всей жизни. Кроме того, продолжительность воздержания перед столкновением, намеренного или косвенного, может повлиять на интенсивность и продолжительность переживаний. Тип стимуляции также играет ключевую роль в определении реакции, и то, достигается ли кульминация посредством самоудовлетворения или во время полового акта, может привести к разным переживаниям из-за различной степени физической и эмоциональной стимуляции, задействованной в каждом сценарии. В совокупности эти факторы способствуют широкому спектру опыта, о котором сообщают люди на разных встречах и этапах жизни. Примерно от 15% до 20% американских женщин никогда не испытывали кульминации, что подчеркивает различия в интимных переживаниях у разных людей. Хотя время, необходимое для достижения кульминации, широко варьируется от человека к человеку, фактическая продолжительность имеет тенденцию быть более постоянной. Исследования показывают, что в одном исследовании кульминация у женщин длилась в среднем 18 секунд, а у мужчин – около 22 секунд. Существует также разница в ожиданиях и реалиях начальных стадий между полами. Женщины хотят, чтобы эти шаги длились примерно 19 минут, считая их решающими для возбуждения и удовольствия.
Напротив, мужчины, как правило, уделяют этому меньше времени, по оценкам, в среднем около 11 минут, хотя некоторые исследования предполагают, что это время может немного увеличиться примерно до 13 минут. Эти результаты подчеркивают важность общения и взаимопонимания между партнерами для обеспечения удовлетворения и удовлетворения обеих участвующих сторон. Недавнее исследование, проведенное в Австралии, выявило интересную идею о женской близости. Многих женщин больше возбуждает концепция начальных стадий, чем сам акт. Эти шаги охватывают широкий спектр действий, направленных на создание и усиление желания у партнера, включая, среди прочего, поцелуи, ласки, объятия, интимные разговоры и поддразнивания. Определение этих шагов является гибким и может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и убеждений. Исследование подчеркивает разнообразие способов, которыми люди воспринимают интимные раздражители и реагируют на них. Для многих женщин предвкушение и формирование желания с помощью этих шагов играет решающую роль в их общем удовлетворении. Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, что акт сам по себе является центральным аспектом интимной активности, и подчеркивает важность изучения и понимания различных аспектов близости для увеличения удовольствия и взаимного удовлетворения в отношениях. Моменты кульминации, часто связанные с сильным удовольствием, могут, как это ни парадоксально, напоминать проявление дискомфорта. Интересно, что научные исследования показали, что две области мозга, активируемые во время боли, передняя поясная извилина и островковая доля, также активируются во время кульминации. Это неврологическое совпадение может способствовать любопытному сходству выражений лица, наблюдаемому между болью и удовольствием. Способность мозга различать эти ощущения остается сложной областью изучения, и продолжающиеся исследования направлены на разгадку механизмов, лежащих в основе этих контрастных переживаний. Кроме того, имеются интригующие сообщения о негенитальных кульминациях, произошедших под воздействием веществ, изменяющих восприятие. Эти вещества могут изменять сенсорное восприятие и усиливать эмоциональные переживания, что потенциально приводит к уникальным физиологическим реакциям, таким как сильные ощущения. Кроме того, люди, перенесшие операции по подтверждению пола, такие как переход от мужчины к женщине или от женщины к мужчине, сообщили о достижении кульминации посредством послеоперационной стимуляции. Этот опыт подчеркивает сложное взаимодействие между физическими изменениями, сенсорным восприятием и эмоциональными реакциями в контексте удовольствия и интимного удовлетворения. В целом, эти разнообразные явления подчеркивают многогранную природу кульминационного опыта и продолжают интриговать ученых, стремящихся лучше понять сложную работу человеческого мозга и тела в отношении удовольствия. Согласно сообщению, был рассказ о человеке, который совершил выдающийся подвиг, испытав несколько последовательных моментов удовольствия за короткий период времени. Этот анекдот иллюстрирует изменчивость и потенциальную интенсивность интимных переживаний отдельных людей. Первые шаги часто сравнивают с разминкой перед тренировкой. Хотя они могут показаться второстепенными, они имеют решающее значение для достижения оптимальных результатов в интимных отношениях. Для многих женщин эти шаги не только желательны, но и необходимы для достижения кульминации. Исследования показывают, что только около 30% женщин могут достичь кульминации только посредством интимного полового акта, что подчеркивает важность длительных и разнообразных начальных стадий для повышения удовлетворения. Более того, эти шаги выходят за рамки физического прикосновения и охватывают более широкий спектр сенсорных переживаний. Создание чувственной среды может значительно улучшить общее впечатление, используя такие элементы, как мягкое освещение, приятные ароматы и музыку, которые обогащают окружающую среду. Все эти факторы могут увеличить возбуждение и близость. Расставляя приоритеты на начальных шагах и создавая богатую ощущениями среду, люди могут улучшить свои интимные переживания, способствуя более глубокой связи и взаимному удовлетворению в отношениях. Эти практики не только способствуют физическому удовольствию, но и способствуют эмоциональной близости и интимности между партнерами. Исследования показали, что многие мужчины находят невероятно привлекательным, когда женщина проявляет интимную инициативу. Этот вывод подчеркивает сдвиг в сторону более эгалитарного отношения в отношениях, где все больше ценится напористость и активное участие обоих партнеров.
Интересно, что опрос также показал, что значительная часть респондентов считает, что женщина более привлекательна, когда она выражает уверенность, отражающую культурные нормы и индивидуальные предпочтения относительно поведения и самовыражения. С другой стороны, опубликованное исследование выявило еще одну интригующую информацию. Прикосновения стали для мужчин и женщин основным индикатором, сигнализирующим об их стремлении к близости. Согласно исследованию, почти все опрошенные назвали прикосновение основным способом распознавания интереса партнера. Этот невербальный сигнал подчеркивает важность физической привязанности и тактильного общения для передачи желания и готовности к близости. Эти результаты в совокупности подчеркивают разнообразие предпочтений и стилей общения в интимных отношениях, подчеркивая важность взаимопонимания и реагирования на сигналы, будь то с помощью напористых жестов или тонких физических сигналов, для содействия взаимовыгодному взаимодействию. Во многих культурах мира наблюдается заметная тенденция к более широкому использованию вспомогательных инструментов на начальных этапах. Эти устройства, которые варьируются от визуальных до сенсорных стимулов, все больше интегрируются в практику интимных отношений с партнером. Например, некоторые из этих инструментов обычно используются для увеличения физического удовольствия и возбуждения на ранних стадиях. Они предназначены для стимуляции чувствительных областей и могут использоваться отдельными людьми или парами для более глубокого исследования и усиления ощущений. Растущее признание и использование этих инструментов отражает изменения в культурном отношении к близости и удовольствию. Эти устройства все чаще рассматриваются как средство улучшения впечатлений, содействия исследованиям и углубления связей между партнерами. Кроме того, наличие различных типов вспомогательных инструментов позволяет отдельным людям и парам настраивать свой опыт в соответствии со своими личными предпочтениями и желаниями. Такое разнообразие вариантов способствует более индивидуальному подходу к удовольствию и удовлетворению. В заключение, наше исследование выявило различные взгляды на интимное поведение и отношения в разных культурах и регионах, от разных представлений о начальных стадиях до более широкого использования инструментов для усиления удовольствия. Мы видели, как социальные нормы и индивидуальные предпочтения формируют интимные отношения и практики. Теперь мы хотели бы услышать от вас, что вы узнали из сегодняшнего обсуждения. Есть ли что-то новое, что вы хотели бы включить в свою жизнь или отношения? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях под этим видео. Если эта информация оказалась для вас полезной, оставьте комментарий, поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше интересного контента. Спасибо за просмотр и увидимся в нашем следующем видео.